Здравствуйте, уважаемые зрители нашего YouTube-канала. Выпуск подкаст подготовлен медиацентром Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Цель передачи – беседа с заслуженными деятелями в сфере образования. Меня зовут Гульнура Салиева, и сегодня у нас в гостях Курманов Зайнидин Картбекович, политик, историк, юрист, политолог, публицист, педагог и просветитель, автор философских афоризмов, Төраға Жогорку кеңеши Кыргызской республики с 2009 по 2010 года, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан. Здравствуйте, Зайнидин Картбекович, добро пожаловать на наш подкаст. Здравствуйте. Вы были ректором Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева в 90-е годы. Как вы оцениваете его развитие за эти годы? Должен отметить, что развитие очень бурное было за все это время. Я всегда рядом с университетом Арабаева. Я видел его первые шаги, начинал первые шаги. И видел, как работают мои преемники. Очень тяжелый участок работы был, но на сегодняшний день я должен сказать, что университет Арабаева прошел очень большой путь и стал действительно очень хорошим университетом. Я помню, как все начиналось. Это 90-е годы, перестройка. Каких-то четких, ясных концепций развития нет. Кадровый голод. Новые реформы требовали новых подходов, новые идеи, новые кадры. Я был известен как молодой ученый, который часто выступает, скажем так, с прогрессивных передовых позиций. Я очень часто публиковался. В то время для молодого кандидата наук иметь 100 с лишним статей было немыслимо, потому что в советское время 100 статей даже не каждый доктор наук имел. Но время требовало перемен, и я начал ревизировать нашу историю и писать ее новые страницы. Меня заметили и пригласили на работу в университет Арабаева. Я проработал 2 года. А я именно из академической среды вышел, учился в аспирантуре Академии наук в Москве, работал в Академии наук и видел много представителей растущей талантливой киргизской молодежи, не только историков, но и химиков, геологов, биологов, математиков, физиков. То есть круг знакомых мой был очень широк. Я обратился к ним за помощью и поддержкой. И многие согласились поддержать. Естественно, я привел их на высокие позиции, которые обычный ученый занимает где-то к предпенсионному возрасту. То есть становится деканом или заведующим кафедрой. У нас омоложение кадрового состава произошло очень быстро. И я уверен, что результат успехов университета Арабаева, который показывает сейчас феноменальные результаты, во многом зависел от кадров, которые пришли в этот университет, которые поверили в него и которые в душу свою вложили, чтобы этот обыкновенный пединститут, который готовил кадры учителей для сельских школ, превратился в центр науки и образования, один из ведущих вызовов Кыргызской республики, которым можно гордиться. И еще одна была проблема. Мы же создавали университет, педагогический институт, его первое название – Киргизский государственный педагогический институт. Мы его создавали на базе женского педагогического института. Как вы знаете, в этом году
году Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева отмечает 80-летие. Как, на ваш взгляд, университет влияет на развитие науки и образования в Кыргызстане? Ну, я говорю о том, что первым делом, когда я пришел, я писал политическую историю Кыргызстана. Одним из моих самых любимых, горячо любимых героев был Ишеналы Арабаев, просветитель. Сейчас вышел указ президента, Ишеналы Арабаев вошел в число отцов-основателей. Он был идеологом этого движения создания киргизской государственности. Я как историк очень занимался его биографией, и уже в те годы, это был 91 год, кажется, я поставил вопрос к 40-летию о том, чтобы этот университет получил имя Ишеналы Арабаева. И действительно меня поддержало и министерство, и правительство. И с этого момента наш университет начал носить имя выдающегося киргизского просветителя Арабаева Ишеналы. Поэтому Ишеналы Арабаев известен же как ученый, как просветитель, как мыслитель. Кыргызская интеллигенция и аристократия уважала его. Он был один из самых образованнейших людей того времени. Таких людей, как Ишеналы Арабаев, было человек 5-6 на весь Кыргызстан. Поэтому, если бы не он, неизвестно, как все потом закончилось бы. И получили бы мы свою государственность. Если бы не он, не Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, вот эти замечательные люди, маяки, которые приняли Кыргызстан у революции и потащили нашу страну к возрождению своей древней национальной государственности. Но сами погибли, но свою цель и задачу выполнили сполна. Мы об этом всегда должны помнить. К сожалению, об этом не все помнят. Как вы видите роль университета в подготовке будущих лидеров? Надо отдать должное, когда я стал во главе нашего университета, нашего педагогического института. Естественно, я попытался, что самые лучшие, самые передовые преподаватели возглавили этот вуз, факультеты, кафедры, заняли доминирующие позиции. Поэтому можно сказать так, столько демократии, сколько было у нас, нигде не было. Это тоже была одна из причин того, что нашу команду разогнали. Многие лидеры общественного мнения и движения работали у нас по принципам академической свободы, рассказывали, проводили встречи с интересными людьми. Посмотрите, многие выдающиеся политики Кыргызстана здесь работали и трудились. Вот я думаю, вот эта традиция демократии, она сохранилась. Именно Арабаев закладывал первые ростки демократии вместе с Сыдыковыми, Айдарбековым и Абдрахманом. Об этом не стоит забывать. А какие ключевые экономические и политические изменения произошли с образованием Каракыргызской автономной области? Во-первых, Абдыкерим Сыдыков и Жусуп Абдрахманов были обвинены в правом уклоне. То есть в том, что они защищали наиболее предприимчивую часть советского общества. На
благодаря труду которых страна производила пшеницу, производила мясо, работали фермы различные, земля засевалась пшеницей и так далее. То есть наиболее деловая, предприимчивая часть, которых уничтожило советское правительство под предлогом того, что это враги, кулаки и бои. Вы назвали Ишеналы Арабаева ключевой фигурой того времени. А что лично вас в его деятельности вдохновляет? Многие видят в нем религиозного деятеля, муллу, создателя киргизского алфавита на арабской основе, автора первых учебников и прочее, но совершенно не видят в нем идеологов, не видят в нем политика, философа. Потому что Ишенал Арабаев, он происходил не из простой семьи. Он очень много путешествовал и много учился. Он повидал свет и закончил одну из самых лучших мусульманских мадресе в мире, мадресе Галия в Уфе, где познакомился с блестящей когортой лучших представителей мусульманских народов, которые там учились: казахи, татары, башкиры, крымские татары, кавказцы, азербайджанцы, где и вызревали идеи создания в рамках новой России, пореформенной России, создания тюркского автономного государства, которое бы соединило всех мусульман и всех тюрков. Потому что тюрки и мусульмане были угнетенной частью населения. И кто, как они, представители аристократии и интеллигенции, не видели это. Они это видели и понимали. И поэтому видели выход из вот этой сложной ситуации шовинизма, колониализма, вот в том, чтобы объединить усилия национальной интеллигенции, создать общее, большое, сильное государство, тюркскую автономию, которая потом бы превратилась в Тюркскую республику. Тюркские республики, тут посмотрите сколько. Но эта идея была закрыта и запрещена, поэтому мы пошли по пути создания национальных государств, автономии областей. Ишенал Арабаев был идеологом. Абдыкерим Сыдыков, он был орговиком, организатором. Он был человеком большого ума, глубокого ума, тоже имел блестящее образование, но он был больше светский человек. А Ишенал Арабаев был плоть от плоти киргизом, тюрком, мусульманином, просветителем. А арабская философия, тюркская философия, она же как раз росла и развивалась на базе идей свободы, обретения суверенитета, независимости и продвижения собственной культуры. Поэтому они взаимно дополняли друг друга. Чусуп Абдрахманов был очень молодой, энергичный, гениальный, талантливый. Он превзошел всех своих учителей своими талантами. Но он никогда бы не стал таким, если бы он не стал другом Арабаева и Сыдыкова Айнарбека. Нации-основатели, они понимали, что друг без друга, без взаимной поддержки, они активно сотрудничали с казахскими алашевцами, с националистами Татарии, Башкирии, кавказских народов, азербайджанцев, крымско-татарскими политическими деятелями, Заки Валиди и так далее, и так далее, и так далее. Они друг без друга никогда бы не состоялись, как выдающиеся политики. Они были вместе, поэтому победили. Смогли добиться поставленной цели.
А если бы вы могли выделить главный урок, который мы должны вынести из этого исторического этапа, что бы это было? Ну, главный урок — это то, что мы должны быть вместе. Вот наша сила в том, что мы вместе. Несмотря ни на что. Наше внутреннее единство, оно вот спасает нас из всех ситуаций. Вот это мы должны запомнить. Вот будьте достойны имени Ишаналы Арабаева. Это название вот Худайден Бельгисе. Сам Бог, видимо, велел, чтобы и Арабаев Нарбага следует колдовать, поддерживает вас. Потому что коллектив университета Арабаева, несмотря на все ветры и штормы, цунами, продолжает оставаться монолитным. Университет Арабаева — это полноценный учебно-методический и научный центр, где бурно развивается и педагогика, и наука. Не только педагогическая, это нормальный университет. Таких университетов в стране должно быть много. Но Арабаева университет входит сейчас в 5 лучших вузов страны. А когда-то был в самом конце короткого списка. Там у нас было 10 вузов всего по стране. Арабаев стоял где-то на последнем месте. Рядом с институтом физкультуры, наверное. А сейчас вузов 50, и университет Арабаева находится в числе в первую 5 входит. Где стоит американский университет, турецкий университет Манас, национальный университет. Я считаю, вот, университет Арабаева очень достиг многого. Я думаю, если такими темпами университет Арабаева будет развиваться, он может возглавить первую 5 самых выдающихся вузов. Здесь хорошие кадры, здесь замечательные ученые, педагоги и замечательная материально-техническая база. И замечательные студенты. Я могу сказать только одно хорошее пожелание. Учиться, учиться, учиться. Хорошо учиться, быть хорошими специалистами. Хорошо знать компьютерную грамоту. Надо учиться быть хорошими людьми. Вот это 3. Если эти пожелания вы исполните, наша страна будет гордиться вами, и вы принесете нашей Родине большую пользу. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо большое, что были вместе с нами. Подписывайтесь на наши официальные страницы и до новых встреч!